Хорошая новость, может быть, для кого-то она плохая, но мне кажется, она больше хорошей, что человек многого не знает, в том числе о себе. Он не знает, как функционирует его организм. Он вынужден иногда читать книги или сейчас в современном уже мире в интернете или обращаться к чату GPT с вопросами, а почему, не знаю, болит в правом боку или что-то в этом роде. Ну да, он этого не знает, он может этого не знать, и при этом он живет, и не испытывает каких-то серьезных сложностей. То есть ему не нужно знать все о своем организме для того, чтобы жить и продолжать функционировать в этом мире. То же самое касается и психики. То есть человек может просто не осознавать то, что вся его ну, такая субъективность, да, субъективная реальность в каком-то смысле, это лишь проявление его какого-то симптоматического момента, то есть какой-то симптоматики. Ну, например, он может идентифицировать свой симптом с тем, как он воспринимает реальность в принципе. И пока он не как-то не проработает это, ну, я не знаю, с психологом или, не знаю, возможно, с чатом GPT такое проработать. Пока, возможно, да, наверное, сейчас что-то есть уже в этом роде, но это не суть. Суть именно в том, что момент какого-то просвещения о самом себе, то есть он важный, и не нужно думать, что это как-то какое-то невежество, да, проявление какого-то м, незнания в плохом смысле этого слова.